Ну что, Валерий Батькович, у нас вторая проверка приманок на карася. Из-за этого и большое ведро взял, да? Да. То ведро какое-то несчастливое, взял другое. Там было 10-литровое, это 12-литровое. Сегодня дождя пока нету, пасмурно. Плюс 17, нормальная температура. Надеюсь, хоть там попадет. В прошлый раз Кузя у меня сначала плюнул на карася, сказал, пошли нафиг такой вонючий карась. Ну, думаю, бог с тобой, оставил ему. Утром проснулись, карасей нету. Всех слопал. Так что если сейчас 2-3 штуки попадет, ну что ж, по крайней мере знать будем. У меня на этот раз жмых там стоит. Мыши жмых уважают, это я понял. Осталось узнать, а карасей как. Так, ладно, сегодня я без бродней, поэтому зад подгоним. Чтоб мотор опустил. Ой, стоять. Так, ты сюда. Сейчас мотор поставим. Ну, что ли дело. Так, потихоньку река мелеет. О, и все достаточно большая. Приехали. Мы тут с Василисой рыбачили. Топор забыли, сейчас посмотрим. Все равно здесь вылезать. Да-да. Так, ну что, где ты тут? Ага, блестит. Тут, родимый, топорик. Ну, на обратном пути, скорее всего, забрать. Так, Валерий Батькович, пасмурную погоду прогноз обещал, солнце выглядывает. Жарить будет. Но мы уже здесь. Да, и это мы пойдем за карасями. Я просто жарить будет, в майке пойду нафиг. Медведей пугать. Комарам на радость. Ты чё, у меня комары, интервьюсер. В тени под пологом леса. Одна красота топать. Слушай, что-то мне кажется, трава, не знаю, неделя прошла или не прошла, как мы тут были. Еще выше выросла. Да. Надо прет. Да. Тропа зарастает, блин. Почти мгновенно. Я примерно знаю, что туда надо идти. Валерий Батькович, 5 секунд перекур, а то комары заедут, закомариниться надо. Интересно, по траве шел, сапоги внутри сырые, да и колени тоже намокли. Интересно, трава сырая внутри. Надо перекур, надо. Если эти комары были бандеровцами, сейчас бы меня обвинили, что я сам виноватый, что я у них кровь пью. На, гады. Ау. Ау. Не прикончишь этих гадов, хотя бы отпугнуть. Никакого счастья в жизни не будет. Все-таки не очень хорошо, что камера долго включается. Краем глаза заметил движение, раз, посмотрел. Такая темная голова из-за елки высунулась и нас разглядывала. Блин, не знаю, метров 18, наверное. Достаточно близко. Куница нас разглядела. В этих сплетениях веток голова высунулась и оглядела нас. И туда же и спряталась. Вот наглые. Людей разглядывают. Снять не удалось, правда? Ну каждый раз что-то новое. Сейчас клевер зацвел. Крупный, блин. И навалом его. С такой мощняцкой травой мы сейчас свое озеро найдем. Найдем. Луг, край леса. Найдем. Где-то в этом районе. Сейчас подойдем поближе. Да, трава выросла, будь здоров.
Ну что, Валерий Батькович, ставки не будем делать? Нет. Пару попадет и ладно. Кузе хватит. Кто-то какие-то небольшие круги пускает. Надеюсь, и такого нашего жмыха собрались. В морду не влезли и рядом плавает. Ну что, первая пошла. Ой, она рядом. Ух ты! Что за плещется? Ух ты! Слушай! Ух ты! Ни хрена себе! Слушай, это получше эти приманки. Нормалек. Так. А вторая со жмыхом. Сейчас второй со жмыхом попробуем. Это у меня лещ. Это приманка лещ. Ну, мама мия. Учкудук. Что-то не знаю, попало, не попало. По-моему, на леща больше всего попало. Ну, сейчас посчитаем. Да, правильно, Валерий Батькович, что не стал спорить. Свои железные 3 штуки. Тут сильно больше 3 штук. Интересно, лещ. На жмых херня какая-то попала. А на леща, который прямого отношения так к карасю особо не имеет. Ну, карповый и карповый. А тут столько добра попало. Так, ладно, нормально. Ларисе Батькиной тоже попадет пожевать. И тут достаточно большие есть. Я-то думал, там караси круги пускали на воде. Они к жмыху, любимой еде мышей, приблизились. Они, оказывается, к лещам. Приманки на лещей. Сейчас мы их сосчитаем. Так, ну что, сначала сосчитаем темную лошадку. Леща. Неплохо попало. Неплохо. Я его как темную лошадку считал. Я на карасей приманки, а тут меня раз на леща прислали. Ну, думаю, ладно, проверим. Так что, кто вместо карасей мне леща сделал, громадное большое спасибо. Тут порядочные какие-то. Так, ну что, отдельные ребята вообще классные для такого мелкого озерка. Раз, 2, 15, 46, 47. Ай, ты, блин, еще водя кушает. 76, 77. Тут относительно мелкие есть, но возьму. Кузя, оказывается, первый сорт есть. Да, конечно. 77 штук, охренеть. Закусь была разная, хлеб да маргарин. Ну, а то меня Лариса Батьковна смеяла в прошлый раз, блин. Я сказал 4 штуки, она там чуть со смеху не упала. Так, ладно. Ну, лещ вообще бесподобно. Приманка лещ. Может, поближе к берегу был из-за этого. Они одинаково. Я их рядом кинул. Короче, я понял, на мышей ориентироваться особо не треба. Херня. У мыши свои вкусы. Что-то я не понял. Слушай, а тут дырка была. Пластмассовая муфта соскочила. Вот блин. Так что Еще 75 ушло. есть вероятность. Тут дырка-то как раз под карасей. Однако, вот и пластмассовая муфта. Так, 1, 2, 3, 9. На этой морде с приманкой жмых 9 штук. Но там и дрень. Поэтому. А я сейчас на другой гэп кину и проверю все-таки. Так, тут литраж есть. 10, 9, 8. 5,5 литров. Чуть-чуть до 6 не дошла. Ну ладно, первый сорт. Нормально. Нормально. Да, крутая дырень тут. Что-то я не понял. Эти хомуты, наверное, отскакивают, что ли, блин. Вот здесь вот тоже вроде как дырка. Это откуда 10 штук-то сохранилось? Или что? Побольше хомутов надо. И вот здесь вроде как дырка. Ни хрена себе, еще 10 штук попало. Сейчас я побольше этих хомутов, чтобы ничего тут не убежало. Следующий ставишь, да? Правда, небольшие вот такие. Да. Такие гэп-то маленькие тут, что тут, большие что ли? А что, говорят, если переплюнуть, можно там карась. Да.
А тут оживленное место, я смотрю. Самые маленькие, самые ненадежные. Цепляю за условно средние и побольше. Так, ладно, пуганая ворона тени от кошек боится. Поэтому лишнюю запузырю. Ну что, не откроется? Наверное, не откроется. Приманка на карася, в принципе, хреново сработала. А приманка на лися супер сработала. Интересно, кто изобретает, как они проверяют? Сами пробуют или на собаках? Как интеллигенты, мы банки кушаем, а эти суп. Ну, на улице явно не холодно. Сегодня, надеюсь, Лариса Батькина удивится. Ну ладно, пока рыбы хватит. Но осталось проверить, этот древый, блин, жмых-то работает или не работает. Поэтому этот сейчас я в лес засуну, оставлю, а эту полегче сейчас на второй гэп и со жмыхом попробую закинуть. Так, ну что, до леса дойду. Так. Ну, сзади рюкзак, впереди эти. Пошел сначала к лесу. Ну, по высокой траве не особо ходить, ну да ладно. 18 июля. Не луга, красота одна. На сельское хозяйство у нас накрылось пока медным тазом. Нас с Средней России привозят, кормят. По солнцу идти прямо одна трагедия века. Жгет так солнечная радиация. Вроде температура не особо глобально большая. По крайней мере, обещали прогнозу 23. Но на солнце офигеваешь. Ну, ты жди следующего момента, когда на карасей потянет. Так, ну что, Валерий Батькича оставляем. Оп, не на другой гэп. Надо проверить, все-таки жмых-то работает, не работает. Что я зря веревку, что ли, таскаю в рюкзаке. С веревкой намного удобнее. Раз, закинул на спину. И никаких проблем. Когда стал спускаться к воде, как бабахнет с громким плеском. По звуку типа норки или выдры. Не бобер точно. Так, это хреново. Не дай бог караси зайдут. Он мне разломает все нафиг. Раз донес, надо пробовать. Ну, к дяде Валерий обратно идем. Ты на озере что, удочкой ловишь? Нет, я спиннингом плыву. Ну, на озере? Да-да-да. И как, попадает? Одна щучка попалась. Ну, две, одну отпустила, одну взяла. А. Трава посудила по грудь человека. Даже в рост, можно сказать. Земляничные кусты. И земляника. Такая вкуснятина. Ура! Вышли. До лодки дошли. Жара, июль. Народ развлекается кто как хочет. Кто купается, кто на рыбалку ездит. Ага. Ну эти точно сильно развлекаются. Ну, дорогой, с возвращением в родные пенаты. Попало. В прошлый раз тоже попало не пустые. Сегодня не пустые. Сколько? 3? 4 штучки? Чуть-чуть больше. 5? Чуть-чуть больше. 6? 7? Больше. Ну, это уже много. Ну, 12-литровое ведро у меня чуть-чуть меньше. Ты не шутишь? Нет. Ну что, пойдет? Сереж, да тут приличные караси есть. Да. Смотри, какие. Ого. Есть, есть. Это очень хорошие такие. Тебя поцеловать? Конечно. Я только начал. Сереж, вот принес бы ты ведро, да? И целовались бы подольше. Это ты зря сказала. Я еще морду там оставил.